Одноразовые ручки, пропускные пункты и средства индивидуальной защиты, места для голосования по поправкам в Конституцию России сделают максимально безопасными. Маски и перчатки будут выдавать всем пришедшим. Пункты голосования оборудуют антисептиками. Помимо этого, на местах организуют контроль на входе. Пропускная способность немного снизится, но на это решили пойти из-за безопасности в период коронавирусной инфекции. Дата уже определена, это 1 июля. О деталях текста поправок поговорим прямо сейчас с председателем Комитета Совета Федерации Лилией Гумеровой. Это представитель Башкортостана в составе рабочей группы, которая эти самые поправки готовила. Так, я не ошибаюсь. Здравствуйте, Лилия Салаватовна. Здравствуйте. Уже полгода говорим о том, что будет голосование по поправкам. Никак не могли определиться с датой. Наконец-то она появилась. 1 июля, выходной. Все обрадовались, но еще не решили, пойдут ли на избирательные участки, так скажем. Вот где будете вы в этот день? Будете ждать 1 июля или уже заранее проголосуете? Ведь, говорят, можно за неделю уже сказать свое «да» или «нет». Да, действительно, достаточно долго обсуждаются поправки в обществе. Но, во-первых, хочу сказать, что дата была назначена изначально на 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса ее пришлось отложить. И, безусловно, когда принималось решение о 1 июля, в первую очередь это были рекомендации Роспотребнадзора о том, когда это голосование можно сделать максимально безопасным. Но я думаю, что мы традиционно все-таки пойдем голосовать в день 1 июля, поскольку как-то так уже традиции да, сложились. И постараюсь быть в Уфе, если не будет наложений по графику по работе в Москве непосредственно уже в Совете Федерации. Но в целом, вот мы буквально час назад в режиме ВКС очередное было заседание рабочей группы, нам привели данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 67% жителей страны знают о поправках и собираются пойти голосовать. И 61% из тех, кто участвовал в опросе, говорят о том, что поддерживают в целом те поправки, которые предложены сегодня внести в Конституцию. Ну вот поддерживают, а пойдут ли? Ведь сейчас многие думают о безопасности как раз-таки. Как думаете, не поспешили еще? Ведь пандемию еще никто не отменял. Вот я еще раз хочу сказать, что президент очень четко и чутко выслушал все рекомендации Роспотребнадзора. Именно поэтому была выбрана дата 1 июля. И руководитель федеральной службы подтвердила это еще раз в эфире на всю страну. Но по тем моментам, что касается безопасности, безусловно, будут приняты самые-самые меры жесткие, и будут они соблюдаться. Это и возможность голосовать дистанционно, это и портал «Мобильный избиратель», это возможность голосовать на дому. И, как вы уже сказали в начале нашего интервью, одноразовые ручки, перчатки, маски. Будут проработаны возможности для того, чтобы на улице, допустим, не в самой школе, а на территории школы, и обязательно будут разграничены потоки входа-выхода. То есть очень многое сделано для того, чтобы с одной стороны граждане могли высказать свою точку зрения, но с другой стороны максимально соблюдать правила безопасности. Но по сути мы, ответственно отнесясь к своему здоровью, понимаем, что есть элементарные правила, выполняя которые мы в принципе можем прийти на участки, можем дома проголосовать, но тем самым не нарушать каких-то моментов, которые будут угрожать там нашему здоровью. Ну вот голосование на улице. Лично я такое слышу впервые. Вот вы изучали опыт других зарубежных стран. Такое применяется, такое есть где-нибудь? Если говорить об опыте международном, я вообще хотела бы сказать, что несмотря на эпидемию и самый ее пик, в 11 зарубежных государствах проходили выборы разного уровня, регионального уровня, муниципального. Это и Япония, и Южная Корея, и Израиль. А в этом случае Россия как раз-таки изучила весь опыт, который накоплен вообще в избирательном процессе, но проявила максимальную выдержку, максимальную осторожность и, в общем, показала пример того, что во главу угла все-таки поставлены не политические интересы, несмотря на то, что Конституция основной документ страны, а именно здоровье граждан. Это было самым главным критерием, когда принималось решение. Ну вот на улице где-нибудь голосуют, помимо как в России? Такой опыт имеет место быть. Имеет, значит. Список поправок длинный.
длинный. У нас даже в редакции разрывается телефон уже в эти дни, ближе начали много об этом говорить, где можно посмотреть эти самые поправки, где можно их изучить. Каждый пункт у вас, наверное, как у члена рабочей группы, которые эти поправки как раз-таки готовили, выстраданный. Вы их, наверное, на зубок там знаете, но какие пункты, так скажем, вам больше всего импонируют, а с какими вы, быть может, не согласны? Но вы совершенно правы, что каждый пункт выстраданы. Изначально во время нашей первой встречи с Владимиром Владимировичем, с членами рабочей группы, он сказал, что очень открыт к диалогу и будут выслушаны самые разные точки зрения. И в составе рабочей группы не только известные юристы, парламентарии, но и представители общественных структур, учителя, врачи, родительское сообщество, некоммерческие объединения. И иногда действительно шли очень жесткие споры и баталии. Но мне отрадно, что все рациональные предложения получили поддержку. Допустим, до драк не доходило? Нет, это всегда была дискуссия, но только в рамках правового поля и в деловом конструктивном ключе. Вот все, что касается запрета на отчуждение территории, индексации пенсий, все, что касается приоритета нашей Конституции над нормами международного права и, безусловно, те идеи, которые касаются защиты института семьи, они очень близки, понятны, и они активно поддерживаются населением. И вот во время одной из наших встреч рабочей группы буквально недели 2 назад многие эксперты очень высокого уровня отметили, что по сути поправки еще не вступили, может быть, в свою юридическую силу, но жизнь доказала их оправданность. Все, что касается здравоохранения, социальной защиты населения, это все очень важно, и не нужно думать, что это какие-то вот такие, знаете, скупые правовые нормы. Каждая мысль, каждая поправка, она пронизана очень большой работой, глубокой, и в то же время теми предложениями, которые поступали от субъектов Российской Федерации. Поступало действительно очень много предложений. Они услышаны, но часть из них были направлены в правительство, они будут реализованы в виде уже подзаконных актов, каких-то изменений в федеральном законодательстве, методических рекомендациях по тем или иным министерствам. Это все то, о чем мечтали жители страны, какие проблемы они поднимали. Поэтому мне видится, что текст поправок, он получился вот в хорошем смысле очень выстраданным. Но вот в бюллетене же есть только да или нет, либо принимаешь все в купе, либо не принимаешь совсем ничего, да? Да, но мы понимаем, что общероссийское голосование – это было решение президента страны. Фактически Госдума поддержала, субъекты выразили свою точку зрения, парламенты субъектов, и Совет Федерации оставалось подписать президенту. Но Владимир Владимирович очень четко сказал: я подпишу только тогда, если большинство жителей страны согласятся с этими идеями и поддержат их. Я думаю, это разумное решение, но голосовать за весь текст и за каждую поправку, во-первых, нет с точки зрения юридических такой возможности, но и это просто немыслимо обсуждать поправки, а за каждую отдельно голосовать. Эта вся работа была проведена вот в масштабе уже рабочей группы, в парламенте и в 2 палатах, поэтому это уже готовый текст, который либо принимает население, либо нет. Кстати, вот рабочая группа, она уже прекратила свое существование, отработала и все, или нет, мы по-прежнему работаем. И вот я говорю, что час назад у нас в режиме ВКС состоялось очередное заседание, и до сих пор поступают предложения. Многие коллеги говорят о том, что нужно по-другому информационную кампанию развернуть, разные точки зрения звучат. Поэтому процесс этот не прекращался, мы всегда были на связи и, в общем-то, стали уже такой командой единой, дружной, много уже нас связывает за эти месяцы. На вас не только, так скажем, написание этого текста, текстовой вариант, да, еще нужно довести до этого самого дня. Да, коллеги мои по рабочей группе много встречаются, много выступают в средствах массовой информации, встречаются с населением, и с разными группами, учителями, врачами, общественными организациями. Эти встречи всегда очень неформально проходят, много вопросов. И я думаю, что это действительно правильно, чтобы члены рабочей группы, те, кто работал непосредственно с предложениями, свои идеи туда внедряли, вели широкую разъяснительную работу. Ну вот поступают, вы говорите, еще предложения, но ведь уже правок не будет. Нет, уже не будет.
Быть может, потому что мы национальная республика, очень много говорят о том, что появился такой пункт, как сохранение и развитие самобытной культуры, языков. Законодательно теперь это закрепляется в Конституции, что башкирский, к примеру, можно использовать наравне с другим государственным языком в стране. Да, понятие возможности изучения, преподавания на государственном языке, они уже закреплены были, но сейчас появилась возможность конституционно гарантировать языковое многообразие. Это очень важно. Важно для национальных республик. Важно для того, чтобы мы могли ребятам передавать культуру нашу многонациональную, языки наших народов. Это действительно наше богатство. И во время встречи с Владимиром Владимировичем эти вопросы звучали от моих коллег, и выражались тревоги определенные. И очень четко президент сказал, что мы как раз-таки создаем конституционную гарантию для языкового многообразия. Это очень важно, и мы понимаем, что это очень тема важная, очень глубокая для нашей многонациональной страны. Ну, вот вы сенатор, и как раз-таки в обновленной, так скажем, Конституции появится понятие вообще сенатор, пожизненный сенатор. Как вы вообще относитесь к такой идее пожизненного сенаторства? Это не приведет вот к какой-то стагнации, консервативности власти? Вот пришел и сидит он долгие годы. Ну, во-первых, конечно, пожизненных сенаторов будет не так много, и это будут выдающиеся личности. Сегодня и в соответствии с тем текстом Конституции, который есть, и тем, который предложен, будет формироваться Совет Федерации по 2 представителя от законодательного и исполнительного органа власти. Но есть президентская квота 30 человек, и появилось понятие пожизненный сенатор. Это будет всего лишь 7 человек, которые за особые выдающиеся заслуги перед нашим государством, перед жителями страны будут наделены вот таким почетным правом. Но то, что касается понятия сената Российской Федерации, давно об этом говорят, потому что у нас сейчас закреплено член Совета Федерации. А вот Сенат Российской Федерации, мне кажется, очень высокое, очень ответственное будет такое, не то что должность, звание, которое будет закреплено в Конституции России. Ну, вообще Совет Федерации обретает новый статус согласно поправкам, становится еще более важным, что ли, органом. Как думаете, чем это обусловлено? Я вообще хотела бы подчеркнуть, что очень сильно расширяются полномочия и Государственной Думы, и Совета Федерации. То есть роль парламента повышается значительно, и ответственность. Теперь будет Государственная Дума утверждать и премьер-министра, и вице-премьеров, министров. За Советом Федерации формирование и согласование кандидатур силового блока, Конституционного суда, Верховного суда. Это все повышает, ну, не просто, знаете, возможности, полномочия, но и ответственность. И я уже говорила об этом, выступая здесь, в Уфе, что постепенно, на мой взгляд, было бы правильно проецировать и расширять ответственность и полномочия парламентов и в субъектах Российской Федерации. Потому что, знаете, вот я работала и в законодательной власти, и в исполнительной. И есть немножко такой крен, нужно честно об этом сказать, когда приходит министр, ну и что называется, вот как на расстрел, и только вопросы. Но когда парламентарии участвуют в его назначении, они должны разделять ответственность за принятые решения, за те направления, за те проекты. Мне кажется, это очень правильная конструкция, и повышается открытость общества, демократия вот в том ее проявлении, когда через парламент мы не просто формируем исполнительную власть, но и разделяем ту меру ответственности, которая имеет место. Но ведь и спрос депутатов и сенаторов наверняка будет больше. Теперь все наблюдают, как пройдут выборы в Госдуму предстоящие. Да, и знаете, это будет, мы будем больше отходить вот от каких-то формальных моментов. Депутат будет нести ответственность, он будет олицетворять. И сейчас, конечно, это представители населения, но вот эта связь между исполнительной властью и законодательной, мне кажется, будет более в такой живой конструкции представлена. Лидия Салаватовна, Владимир Путин не будет президентом после 2024 года. Вот эту цитату с подписью Лилия Гумерова, мне кажется, растиражировали даже зарубежные СМИ. По крайней мере, нам звонили коллеги со всей страны с просьбой прислать кусочек вашего выступления, чтобы дать у себя в эфире. Значит, сенатор что-то знает от Башкортостана.
Чем эта история вообще закончилась? Потом же был процесс обнуления. Вас на ковер не вызывали? Ну, однозначно на ковер не вызывали, но я хотела бы сказать о том, что эта цитата мне абсолютно не принадлежит. Это заголовок в газете, одной из газет. И это не мои слова, но выступая, я сказала о том, что пригласив нас на первое заседание, Владимир Владимирович сказал о том, что я не для того выступаю с инициативой внесения поправок в Конституцию, не для того, чтобы остаться президентом, а для того, чтобы получить основной закон, наполненный теми идеями, которые сегодня в обществе востребованы. Поэтому я еще раз хочу сказать, что это не мои слова, это заголовок газеты. Журналисты выдернули из контекста. Я думаю, это жизнь, иногда бывают точные формулировки, неточные, но то, что касается уже затем, благодаря вот одному из наших коллег, Валентине Терешковой, была внесена эта идея. Но она ведь, знаете, нужно честно сказать, и почему-то мы как-то боимся это озвучивать, но я это знаю по общению с нашими коллегами из зарубежных стран, что сегодня есть высокий запрос на то, чтобы Владимир Владимирович оставался руководителем страны. И есть он не только в России. Выезжая на различные форумы вот до периода эпидемии, я вот могу процитировать Беатрис Бурж, основательницу движения «Французская весна», которая на Евразийском женском форуме сказала: «Россия, вы молодцы, вы сильны, у вас есть Путин». Она тогда говорила о сохранении традиционных семейных ценностей и просто била тревогу, что форум у был них, женский. да, родитель номер один, там, родитель номер два. И, кстати, на том же женском форуме я знаю, что есть эта съемка, и она была показана, по-моему, даже в эфире телевидения нашего башкирского, когда выступил Владимир Владимирович с приветствием, полчаса он не мог уйти из зала, потому что женщины, всех, там было представлено 100 государств, настолько обступили, ничего не могла сделать охрана, то есть популярность нашего президента очень высокая, и среди женщин в мире тоже. Но если говорить серьезно, я еще раз хочу сказать, что этот запрос действительно есть. И встречаясь с населением, мы говорим о том, что сегодня президент нашей страны олицетворяет гарантию мира, стабильности, определенного, знаете, гуманитарного такого соглашения по самым важным проектам и очень вопросам глубоким, которые касаются сохранения мира, экономической стабильности, политической стабильности вообще в мире в целом. Запрос такой есть, и я думаю, что большинство жителей страны это понимают. Бытует такое мнение, что вообще Конституция – это документ на века, и нужны ли вообще туда поправки. Просто приходилось общаться с некими юристами, вот они говорят, быть может, и не нужны эти поправки. Не стоит трогать Конституцию. Ну, действительно, существуют разные точки зрения, но я не соглашусь с тем, что не стоит трогать Конституцию. Вообще любой закон, а тем более основной закон страны, он регулирует те общественные отношения, которые востребованы временем. Жизнь не стоит на месте. Очень много вызовов, мы видим это, и сейчас как никогда чувствуем каждый на себе. Поэтому и Конституция должна отвечать современным реалиям. И повышение социальных гарантий, закрепление их в основном законе страны, традиционных семейных ценностей, великой роли победы, о чем вот мы еще не сказали, наша историческая правда, культура, это вот все те скрепы, на которых держится многонациональная Россия. Поэтому я думаю, что, безусловно, поправки, они востребованы жизнью. И относиться к Конституции как к некому такому неприкасаемому инструменту правовому, я думаю, это ошибочно. Ну вот, допустим, такое мнение было высказано, что прописывается индексация пенсии. Ну, как, говорит, индексация пенсии, цитирую там юриста, значит, России будет всегда плохо жить, что придется пенсии индексировать, что ли? Почему? Мы это пишем в основной документ страны. Вот такое мнение. Знаете, все-таки не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать, что инфляция зависит от многих факторов комплексных, в том числе и внешних. Даже если мы будем суперэкономически развитой державой, мы не можем гарантировать того, что мы защищены от внешних рисков, эпидемий, природных катаклизм каких-то, политических, военных событий.
к сожалению или к счастью, но мы живем в глобальном мире, и Россия будет на себе испытывать то или иное влияние, в том числе извне. Вот я имею в виду комплекс факторов. И поэтому закрепить в основном законе, что в случае, если мы будем подвержены инфляции, безусловно, должна быть индексация. И более того, мы усилили конструкцию, записали, что не реже одного раза в год. Это, наоборот, гарантия социальной стабильности, поддержки. Ведь изначально было предложение индексация. Она могла быть раз в 10 лет, могла быть раз в 5, но не реже одного раза в год. Я думаю, это очень правильная, социально справедливая конструкция. И, кстати, вот такие именно поправки, они наибольшую поддержку у населения. Вот как раз социальный блок, о нем знают, о нем говорят и очень-очень поддерживают. Ну вот еще один из пунктов: разрешают теперь, значит, некоторые госорганы перевозить из столицы, так скажем, в регионы. Но Совет Федерации уж явно останется в столице. Как думаете, кто может переехать или кого нужно переселять? Ну, в этом есть рациональное зерно. Я сейчас сложно сказать, какие ведомства должны быть. Не возьму на себя такую ответственность, но дать такую возможность и разгрузить где-то столицу, и роль регионов повысить, городов каких-то федерального значения, это, безусловно, интересная идея. Но даже если будет какой-то переход, переезд тех или иных ведомств, безусловно, это случится в Башкирии не собираются кого-нибудь переселять? Я думаю, что есть смысл настаивать на этом, для того, чтобы Уфа все больше и больше становилась точкой притяжения интересных идей, ведомств. Тем более у нас свой представитель в рабочей группе у Башкортостана. Так что будем обсуждать и это тоже. Ваши близкие пойдут голосовать за поправки в Конституцию? Супруг, дочь, или придется их уговаривать? Нет, уговаривать, безусловно, не придется. У нас очень в плане вот голосования, это уже такой хороший ритуал. Мы обычно всей семьей стараемся пойти. Ну, что касательно мужа, это само собой, но дочь тоже у меня ответственный человек, она человек в погонах, так что у нее не встанет вопрос идти, не идти. Это задача наша государственная. Спасибо большое, Лилия Салаватовна, что разъяснили, так просто рассказали о сложном. Я думаю, у телезрителей даже не осталось вопросов по многим пунктам, то есть мы им раскрыли, за что же мы будем голосовать с 1 июля. Таким было интервью сегодня. Оставайтесь на канале БСТ и будьте всегда в курсе последних новостей. До встречи в эфире.